Новый пешеходный мост через реку Ачалучка в сельском поселении Средние Ачулки построили по просьбе матери участника СВО. Просьба была озвучена в ходе встречи Махмута Аликалиматова с гражданами в общественной приемной президента России в Магасе. Глава поручил руководителю администрации Малгобекского района Абдулхамиду Костоеву изучить возможность строительства безопасного сооружения. Для финансирования строительства этого объекта были привлечены средства из внебюджетных источников. Строительство пешеходного моста длиной 12 метров было завершено за 10 дней. На реализацию программы комплексного развития территорий в 2025 году Ингушетия получит около 260 миллионов рублей. Соглашение правительства республики с Минстроем России будет заключено в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале Махмут Аликалиматов. По его словам, реализация программы начнется с поступления первых 44 миллионов рублей. Уже определен земельный участок, находящийся в сельском поселении Алхасты Сунжинского района. Ведется работа по определению других территорий. В Ингушском госуниверситете сегодня стартовал всероссийский фестиваль «Наука 0+.» Он продлится 2 дня. Проводится он ежегодно с 2006 года и стал одним из важнейших мероприятий в нашей стране, направленных на популяризацию науки в обществе. Тема фестиваля в этом году «Наука вокруг нас». Он проходит на нескольких площадках. Каждый факультет расскажет гостям о своем направлении, что такое наука, как научные исследования улучшают качество жизни и какие перспективы открывает наука для человека сегодня. В Ингушетии реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на учет всех циклопических строений, сообщили в пресс-службе Джейрахско-Асинского музея-заповедника. В минувшие выходные подобные работы были проведены на территории комплексов Кели и Верхней Кели. По предварительным данным, здесь выявлено не менее 10 древних строений с заградительными стенами. Помимо этого, ранее сотрудники музея-заповедника проинспектировали башенный комплекс «Средний Оздик», где было зафиксировано 27 строений и 3 заградительные стены. Согласно имеющейся информации, такие строения базируются также в комплексах Эгекал, Хамхи, Кхарт, Дошхакли, Тори, Кязи и других. В Госдуме предложили запретить тратить на выступления артистов более 1 миллиона рублей из регионального бюджета. Сейчас, согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, отдельные органы государственной и муниципальной власти и бюджетные учреждения закупают проведение концертов у артистов и певцов на суммы, которые вызывают недоумение и возмущение граждан, отметили в Госдуме. В пояснительной записке говорится, что законопроектом предлагается обязать правительство России установить предельные цены к закупаемым услугам по организации и проведению концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий. В следующем году среди новых трендов кибермошенничества, в частности, стоит ожидать распространения использования фальшивых изображений и голоса и удара по человеку, рассказали в Сбербанке. Сохранится тренд на то, чтобы наносить ущерб отраслям экономики, организациям, структурным направлениям. В банке отметили, что необходимо повышать киберграмотность среди населения, вести разъяснительные работы с молодежью. Минцифры России активно прорабатывает внедрение услуг по получению налоговых вычетов на портале госуслуги. Планируется, что россияне смогут воспользоваться этой возможностью в следующем году. В аппарате добавили, что на текущий момент на портале завершается разработка услуг по получению социальных вычетов, образование, здоровье, спорт и за недвижимость, включая вычет за ипотеку. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, налоговые резиденты по всей сумме полученных доходов на территории России и из-за рубежа и налоговые нерезиденты только по доходам, полученным в России. Ингушский спортсмен Ислам Долгиев стал двукратным победителем открытого чемпионата Франкфурта и Кубка Европы по джиу-джитсу. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 97,5 килограммов в разделе ноуги и свыше 100,5 килограммов в ги среди обладателей пурпурных поясов. Соревнования были организованы Лигой джиу-джитсу Германии во Франкфурте на Майне.